Какие впечатления у вас сегодня оставило сегодняшнее мероприятие от теплого приема в Гагаузии? What are your impressions about today's event and about the autonomy of Gagauzia? Okay, thank you for such big interest, first of all, to all of you. I am the European Union ambassador to the Republic of Moldova since 4 months only. Спасибо в первую очередь за ваш интерес. Госпожа посол является послом Евросоюза в Молдове только 4 месяца сегодня. And I have made the promise in the very beginning that I will visit every corner of the country. И она вначале, когда только вступила в должность, пообещала, что она посетит каждый уголочек этой страны. I have already been to Stefan Voda, Neninoi, Tiraspol, obviously Chisinau, and now today I'm here for the first time in my life in Gagauzia. Она уже посетила Штефан-Вод, Новый Анин, Тирасполь, Кишинев, конечно же. И сейчас первый раз в жизни она посетила Гагаузию. This is a very, very moving event that we are organizing since many years. It's a drawing and essay competition for children. Это мероприятие очень эмоциональное такое, да, сердечное мероприятие, которое Евросоюз организует уже много лет. Это конкурс рисунка и эссе для детей. It's about bridges of culture and friendship, and I think we all could learn a lot from the depth of these essays and drawings. Этот конкурс касается, то есть он создан для того, чтобы создать мосты дружбы и культуры между разными народами, традициями. И мы можем очень много узнать и учить у глубины вот этих эссе и рисунков. The best drawings are put into a calendar in all languages, Gagauz, Romanian and Russian, and I will proudly keep it on my desk in the European Union Embassy. Эти эссе собираются в календарь, и они издаются на 3 языках: на гагаузском, на русском и на румынском. И госпожа посол, у нее будет этот календарь на столе в посольстве Евросоюза. I would like to thank the organization Pro Europa, which is helping us to organize this competition, but also which promotes and explains the truth about the European Union in this part of the country. И госпожа посол хочет поблагодарить организацию Про Европа, Центр Про Европа, который помогает организовывать этот конкурс, но также помогает продвигать и объяснять правду касательно Евросоюза здесь, в этом регионе страны. And I hope you, the media, are doing just the same. И госпожа посол надеется, что вы, средства массовой информации, делаете то же самое. А можно вопрос, Какие еще пожалуйста? встречи были у вас сегодня или будут? Что планируется еще? So this is a very long visit, the whole day. I only started it. I met mayors of the towns. Next time I hope to meet also mayors of villages. We will be seeing also civil society. And I will be visiting also your culture. It was very, very important for me, and it always is when I go to different corners of the country, to see something that you have there for a long time that you cherish. So I will be seeing the very famous windmill. I understand Gagauz people are very proud of it. You had hundreds of them, now you only have left some, and the EU was very happy to help renovate it. So I'm also going to visit this and obviously discover a bit more your culture, including food. I'm getting very hungry. So this first visit is mainly to listen, to understand, to hear your views. This is the main purpose. Сегодня у нас достаточно такой загруженный день. У нас уже была встреча с мэрами городов, да, Камрад, Булкинешта и Чадерлунга. Надеемся, что в будущем будут и мэры сел из Гагаузии. Также будет встреча с представителями гражданского общества, неправительственных организаций. И также у нас запланировано увидеть определенные части вашей культуры, именно ветряную мельницу. Мы знаем, что гагаузы очень гордятся ветряными мельницами. Раньше у вас были сотни такими, сейчас осталось только несколько. И Евросоюз очень рад, что смог помочь реставрировать вот эту ветряную мельницу. И, конечно же, мы познакомимся и с вашими гагаузскими блюдами. И главная цель вот этого визита, первого визита, была в том, чтобы послушать и услышать и понять ваше, то есть видение народов, то есть людей из Гагаузии.
А генеральный секретарь правительства Алексей Бузов заявил, что Молдова завершила 90% реформ, которые необходимы для выделения второго транша из плана роста. Можно будет рассказать, когда поступят эти деньги и какая примерно сумма ожидается? So, Alexei Buzov, General Secretary of the Government, said that Moldova has fulfilled 90% of the reforms necessary for the disbursement of the second tranche. And could you please tell us when the money will come and what amount of money is going to be disbursed in the second tranche? I think it's. Thank you for this occasion to tell you something about the growth plan. Indeed, the growth plan, which is underpinned by reform agenda, is 1.9 billion euro for your country, for the whole country, all its corners, and so it will reach all its corners. We are in the beginning only, and Secretary General Buzov is working very hard with everyone else in the government to first of all put in place the necessary legislation and reforms under which we will be able indeed to disburse further money. Now we are actually assessing the legislation that was passed in order to be able to move to the next stage, but I'm very optimistic about this. I think I have to go. The last. Yeah, I'm just going to translate it, please. Сейчас Sorry. госпожа посол хочет немножко рассказать вам о плане роста, который как бы является как бы условием для плана роста, является повестка дня по реформам. Этот план роста составляет в целом 1,9 миллиардов евро, которые предназначены для всей страны. То есть для каждого уголка этой страны, и обязательно они туда поступят. И на самом деле господин Бузов, он очень тяжело работает вместе со своей командой. Сейчас они занимаются в первую очередь законодательством. Сейчас это законодательство как бы рассматривается, то есть они сначала оценивают законодательство, которое было изменено, и, конечно же, в скором времени мы думаем, что этот второй транш поступит. Можно вопрос? Уже That really the last one, because I have to run. Возвращаясь к конкурсу, уже более 10 лет Евросоюз финансирует данный конкурс. Какие впечатления, во-первых, об этом конкурсе и почему для ЕС важно поддерживать такого рода мероприятия и конкурсы? So speaking about this contest, for 10 years EU is funding this contest. What are your impressions about this, and why is the European Union funding such type of contests? Because we believe in youth, both in the European Union and in the future members of the European Union, in the future citizens of the European Union, which these kids are. Потому что Евросоюз верит именно в молодежь и в будущее, в том числе будущее Евросоюза, потому что вот эти молодые люди, вот эти дети, они являются будущими гражданами. And it's very interesting to see how they reflect on issues of diversity, inclusion, just peace. When I talk to these children, young adults, I would say, they are the age of my daughter, I have a lot of hope for this country and also for this region. И очень интересно увидеть, как именно молодежь, дети, молодые люди, они рассматривают или задумываются о таких вещах, как разнообразие, как право, юстиция, мир. И на самом деле, когда госпожа посол говорит с этими детьми или молодыми взрослыми уже, потому что они в возрасте практически как ее дочь, у нее очень большие надежды касательно будущего этой страны. Talk to them yourself, you will understand why. Now I have to run. Saul. Поговорите вы сами с ними и поймете, почему.